Это актуальное интервью в студии. Петр Васильев, здравствуйте. Меры поддержки участников СВО и их семей всегда в фокусе внимания руководства страны, каждого региона и общественности. Сегодня мы поговорим об оказании медицинской помощи участникам спецоперации и их родственникам, учреждениями здравоохранения республики. У нас в студии Дмитрий Сиргин, первый заместитель министра здравоохранения республики. Дмитрий Дмитриевич, добрый день. Давайте для начала вот о чем. С начала специальной военной операции учреждения здравоохранения активно подключились к работе по реабилитации, оказанию медицинской помощи участникам, их семьям. Как сегодня эта мера выстроена, какие меры доступны? Да, с самого начала специальной военной операции была организована комплекс мероприятий по поручению главы Республики Арсения Сергеевича Николаева. Мы определили приоритетные медицинские организации, которые оказывают всю необходимую помощь. На сегодняшний день медицинская помощь оказана более 4700 участников специальной военной операции, более 1300 участников специальной военной операции, они получили, соответственно, стационарную медицинскую помощь. Вот это цифры, которые говорят сами за себя, это достаточно серьезные цифры, при этом мы прекрасно понимали в начале специальной военной операции, что характер травм, боевых травм, которые получены в зоне боевых действий, они существенно отличаются от тех травм, которые человек получает в повседневной жизни, поэтому мы понимали о том, что требуется высокая квалификация специалистов, опыт, и благодаря опыту наших специалистов мы как раз-таки эту работу выстроили на высоком уровне. Сегодня, насколько я понимаю, для участников специальной военной операции, для их семей, есть такой условный зеленый коридор, зеленое окно в учреждениях здравоохранения. Вот как эта маршрутизация сегодня работает? Да, мы маршрутизацию выстроили системно, то есть определены, как я уже сказал, ряд приоритетных медицинских организаций. Но если в общем и целом говорить, каким образом может участник специальной военной операции может обратиться в медицинскую организацию, то он может обратиться в совершенно любые медицинские организации на территории Республики Саха-Якутия, по месту жительства может обратиться. Если мы говорим про город Якутск непосредственно, то мы прекрасно понимаем, что здесь могут быть наши участники специальной военной операции, которые приехали с районов, с улусов нашей республики, то для них мы определили два медицинские организации. Это первая поликлиника города Якутска и Республиканский центр спортивной медицины и медицинской реабилитации, куда они непосредственно могут обратиться. Также мы организовали работу телефона горячей линии под номером 122, куда они могут позвонить и обратиться. Также организовали работу, собственно, в самом Министерстве здравоохранения, в Центре сопровождения пациентов. Дмитрий Дмитриевич, а как вот настроена работа с медицинскими учреждениями, которые находятся за пределами республики? Наши бойцы же получают необходимое лечение, в том числе в госпиталях, допустим, в Ростове-на-Дону, в Москве. Затем они приезжают сюда и долечиваются. Вот как выстроено это сотрудничество? Начну с того, что глава Республики Арсений Сергеевич ставил задачу организовать так называемые медицинские бригады, которые выезжали в госпиталя. То есть непосредственно наши специалисты выезжали, это в основном хирурги, травматологи, выезжали в военные госпиталя за пределами Республики Саха-Якутия, ну и, соответственно, помогали нашим бойцам. Также выезжали наши клинические психологи, как психоневрологического диспансера, так и с наркологического диспансера. То есть это те клинические психологи, которые имеют достаточно высокий уровень подготовки. Ну и, соответственно, определяли всю необходимую маршрутизацию на этапе военных госпиталей. Потом наши бойцы приезжали сюда, в город Якутск, соответственно, мы определяли в наши медицинские организации по профилю. То есть в основном это наша республиканская больница номер 1 имени Михаила Ефимовича Николаева. Если требуется ортопедическая или травматологическая помощь, ну, соответственно, республиканская больница номер 2. Здесь вся работа выстроена должным образом. Ну, я, насколько понимаю, не забываем еще и о психологической абилитации, реабилитации участников специальной военной операции. Как выстроена эта работа, насколько она сегодня востребована. И многие же еще сегодня говорят о важности, что называется, работы по возвращению к мирной жизни от всех этих военных действий, всех этих синдромов, которые можно приобрести. Насколько я понимаю, это тоже сегодня актуальная и действенная мера поддержки. Да, безусловно, мы начнем с того, что если есть наличие показаний для медицинской реабилитации, мы направляем их на медицинскую реабилитацию. Здесь реабилитация оказывается комплексно, начиная от медицинской реабилитации, заканчивая нашим психологическим,
психотерапевтическим сопровождением. Для нас очень важно, чтобы наши бойцы быстро восстановились и, как говорится, адаптировались к мирной жизни. Здесь, если говорить про медицинскую реабилитацию, мы используем и новые технологии, то есть это роботизированную технику, да, в части механотерапии, в части различных методов, которые возвращают наших бойцов к трудовой жизни. То есть это динамические движения, восстановление движения и так далее, опорно-двигательного аппарата. Если говорить про работу психологов, да, у нас практически во всех медицинских организациях города Якутска есть клинические психологи, и при обращении бойца или их близких родственников мы не забываем про близких родственников, потому что они тоже нуждаются в медицинской помощи, да, в приоритетном порядке, и всем комплексно оказываем всю необходимую медицинскую помощь. Если клинический психолог считает, что здесь необходимо еще и более глубокий анализ психического состояния, необходимо включение специалиста-психотерапевта, то, соответственно, психотерапевт организует всю работу. А вот, кстати, о близких родственниках. С психологической, психиатрической поддержкой понятно, медицинская поддержка имеется в виду комплексная, какая оказывается, как ее получить? Все близкие родственники могут также получить всю необходимую помощь. Они практически приравнены по категории с нашими бойцами, да, в части того, в части приоритетности, я имею в виду. И для всех них организовано как раз-таки такое понятие, как зеленый коридор. То есть мы в приоритетном порядке принимаем данную категорию граждан для оказания всей необходимой помощи. Ну, грубо говоря, от терапевтических каких-то до узкоспециальных необходимых Да, безусловно. Якутские медики в числе первых выезжали на новые территории нашей страны для оказания и помощи населению, и военных. Ну, я думаю, что на слуху у всех абсолютно это глазная больница нашей республики. Вот давайте немного об этом поговорим, что удалось сделать. Да, вот как Не уже... только в плане глазной больницы. Да, конечно. Как уже говорил, Арсений Сергеевич дал конкретные поручения для того, чтобы организовать так называемые медицинские бригады, в том числе на новых территориях. Наши специалисты ездили на новые территории, то есть Донецкую Народную Республику, соответственно, оказывать всю необходимую квалифицированную, высокотехнологическую, в том числе медицинскую помощь жителям новых территорий. Нам было очень приятно, что жители новых территорий очень высоко оценили уровень якутской медицины, да, подготовки наших специалистов. Более 1500 оказано помощи в части различных сложных операций. И здесь в основном, конечно, выезжают наши реаниматологи, травматологи, как я уже сказал, и хирурги. Ну и, конечно, ездили наши клинические психологи на новой территории. И как отзываются пациенты? Пациенты Знаешь, очень, что у них очень да, много не было доступа к тем операциям, даже, ну, казалось бы, которые для нас уже стали тоже эндопротезирование совсем обыденностью. Для них это да, абсолютно новая история. для наших специалистов, наши специалисты тоже делятся своими впечатлениями, они нам рассказывают о том, что действительно многие методы оказания медицинской помощи просто-напросто для для граждан новых территорий были недоступны. Но благодаря, как говорится, вот комплексной работе наших специалистов эта помощь теперь доступна и для них. Но здесь все-таки, я думаю, что необходимо все-таки озвучить работу наших офтальмологов, потому что это один из показателей того, что наша якутская медицина, уровень якутской медицины, она достаточно высокая. И, допустим, офтальмологическая больница в Кировском открыл филиал офтальмологической больницы. И, соответственно, там уже делались те операции на глазах, которые, опять же, были недоступны для простых граждан. Дмитрий Дмитриевич, ну что ж, фронт работ действительно проделан титанически нашими специалистами. Уверен, что эта работа будет продолжена. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До встречи.